Таджики устанавливают рекорды и показывают всему миру мощь таджикского народа. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, чем стоит гордиться. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Таджики заняли первые места в соревновании «Забег дружбы Россия-Таджикистан». Об этом сообщили в пресс-службе Россотрудничества. Состязание прошло на ипподроме Душанбе. За победу поборолись 60 участников: студенты, госслужащие, преподаватели, военные, инженеры, волонтеры, специалисты Россотрудничества. Они преодолели дистанцию в 10 километров. Спортсменов разделили на женскую и мужскую группы. Среди девушек быстрее всего до финиша добралась 17-летняя школьница из Муминобода Раджамбо Абдулоева, а в мужской группе лучшим оказался студент Азамджон Давлатов. Победителей наградили золотыми медалями. Также спортсменам выдали подарки от партнеров мероприятия. Забег приурочили к памятной дате. 80 лет назад во время обороны Москвы прошел парад на Красной площади, поэтому участники соревнования носили георгиевские ленточки. Значимость 41-го парада отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов. По его словам, шествие оказало влияние на ход Великой Отечественной войны с моральной точки зрения. Но это не последние победы. Таджикские борцы завоевали 3 медали: золотые, серебряные и бронзовые по итогам чемпионата мира по самбо, который проходил с 12 по 14 ноября в столице Узбекистана, городе Ташкенте. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете страны, в третий день турнира представитель Таджикистана Табризшох Парпишоев завоевал бронзовую награду в боевом самбо в весовой категории 79 килограмм. Таким образом, таджикские борцы завоевали на первенстве мира по самбо в Ташкенте 3 медали: золото, серебро и бронзу. Как ранее сообщалось, золотую медаль Таджикистану принес Акмалидин Каримов в весовой категории до 58 килограмм, а серебро завоевал Хушкадам Хусравов до 64 килограмм. Как вы относитесь к таким достижениям наших соотечественников? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И спортсмен из Таджикистана Камалидин Баймирзоев стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою в легком весе. Соревнования провели в Московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В рамках финала состоялось 10 поединков. Россияне Азамат Самгунов, Темирхан Гасанов и Николай Киселев стали победителями в своих весовых категориях. Самгунов получил титул чемпиона в весовой категории до 79 килограммов, Гасанов до 75, Киселев свыше 90. Среди женщин лучшей оказалась Мафтуна Квандикова до 55 килограммов из Узбекистана. Также чемпионами в своих весовых категориях стали узбекистанец Шахбоз Турсунов до 60 килограммов, до 65 килограмм Суран Араббай Казахстан, до 80 представитель Узбекистана Огабек Кадиров, до 85 Айбек Саметаев из Казахстана и свыше 75 американец Джесси Джей Смит. Кубок мира по рукопашному бою провели в России впервые. Кроме медалей, победители удостоились званий заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 бойцов из 37 стран. В 2021 году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Сегодня такая дисциплина развивается в 40 государствах. Приоритетной задачей федерации остается включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта. А как вы относитесь к таким значимым достижениям наших соотечественников? Ведь таджики очень сильная нация. И не только в спорте. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!